Сосногорск, Печора, Воркута в лидерах по занятости подростков. Трудовое лето стартовало на прошлой неделе, а к полезному труду уже привлекли 1200 юных жителей региона. Виктория Палкина. Подробнее. Трудовое лето в самом разгаре. Сделать мир вокруг немного зеленее и красивее. Вот задача небольшой компании школьниц из Прилузского села Гулишор. 6 клумб около местного памятника погибшим в Великой Отечественной войне они привели в порядок за пару часов. Рассаду принесли из дома, не было проблем и с инвентарем. Сами посадили цветы, сами и ухаживать за ними будут. Вот и главная задача трудового воспитания выполнена, уверены кураторы. Мы же тоже когда-то такую работу тоже делали, нас тоже привлекали, и хочется, чтобы они тоже к этому привыкали. 190 подростков из Перлузского района в этом году смогут с двойной пользой провести лето. С пользой для родных сел, так они помогут в благоустройстве, и с пользой для семейного бюджета смогут заработать первые деньги. У нас и индивидуальные предприниматели оформляют на летнюю занятость. В основном это какие-то, возможно, работы не очень квалифицированные. Оформляем мы и через наше учреждение культуры, в том числе. То есть ребята работают на летней оздоровительной кампании в качестве вожатых. А еще сельские школьники – первые помощники и аграрии в Прилузье. Трудовые бригады ждут и на самом крупном сельхозпредприятии района. У новой команды будет свой наставник из числа местных животноводов. В прошлом году они у меня навели полный порядок на зерноскладе, который находится в деревне Архиповка. То есть перебрали всю мешкотару, подмели, все вычистили, все. Вот. Поэтому зарплата у них была 500 рублей в день. Так, каждый подросток, вне зависимости от нагрузки и характера деятельности, трудоустроенный по направлению от центра занятости, получает материальную поддержку. И этим летом в профильном ведомстве говорят о планах увеличить эти выплаты. В настоящее время нормативными актами предусмотрена выплата материальной поддержки несовершеннолетним в размере от 1 до 1,5-кратного размера минимального пособия по безработице. А сейчас прорабатывается механизм, где будет предусмотрен 2-кратный минимальный размер пособия при трудоустройстве несовершеннолетних. Это получается, что ребенок, который работает в Сыктывкаре, допустим, либо в южных районах, он получит материальную поддержку за целый отработанный месяц 5100 рублей. Это помимо той зарплаты, которую он получит у работодателя. Этим летом в Коми планируют трудоустроить 9500 подростков. Это почти четверть всех школьников республики. Традиционный фронт занятости – благоустройство территорий вокруг школ или общественных мест. Сегодня формирование у юных жителей республики трудовых навыков – важнейший вклад в трудовой потенциал региона, отмечают в профильном ведомстве. А еще это та самая профилактика безнадзорности несовершеннолетних. Виктория Палкина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.